Рахмон вывозит понемногу свою семью за границу. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как хитрый ход Рахмона помог ему захватить все сферы власти. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Это действительно смешно и интересно. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил третью дочь Рухшону послом Великобритании. Указ опубликован на официальном сайте президента 15 декабря. Он открыто заявил, что в Таджикистане он сам является и государством, и законом, и никто не имеет права вмешиваться в его дела. На документ обратила внимание таджикская служба «Радио Свобода». Эмомали Рухшона – одна из 7 дочерей Рахмона. В 2016 году она работала в посольстве Таджикистана в Лондоне. В 2017 опубликовала книгу «Основы дипломатической службы». Тогда же она стала заместителем начальника управления международных организаций МИД Таджикистана. У Рахмона 7 дочерей и 2 сына. Старшего сына Рустами эксперты называют вероятным преемником отца на посту президента. Здесь закон, и когда я приказываю, отставьте закон в стороне. Также здесь под словом «закон» он имеет в виду самого себя. Также он сам – государство. Ни одно государственное учреждение, ни парламент, ни министерство, ни ректоры университетов, никто не имеет ни малейшего права принимать решения без его разрешения. Он председательствует в Верхней палате парламента и занимает должность мэра столицы страны Душанбе. Как вы относитесь к такой ситуации? Рахмон нарожал детей и закинул каждого в какую-то сферу власти и тем самым захватил ее всю. Удобно? Удобно. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Одна из старших дочерей политика, Азода, сейчас занимает пост руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана, а до того была первой заместительницей министра иностранных дел. В середине 2010-х еще одна дочь Рахмона, Зарина, была замечена в эфире государственного телевидения в роли ведущей англоязычного канала. Рахмон управляет Таджикистаном с 1992 года, дольше всех руководителей государств на постсоветском пространстве. В 2020 году 69-летний президент был переизбран на 5-й срок подряд, несмотря на то, что законы запрещают президенту избираться больше, чем 2 раза. В стране существует официальный культ личности политика. В Конституции он назван лидером нации. Фактически государство в Таджикистане – это один человек, Эмомали Рахмон. Когда он говорит: «Однако в политику, в государственные дела вмешиваться не будешь. Если будешь, то ответишь перед законом. Это значит, не вмешивайся в мои дела, а то ответишь передо мной». Тот, кто должен отвечать перед народом за свои действия, в том числе за политику и государственные дела, не только не несет никакой ответственности, но даже угрожает своим работодателям, что если ты будешь выражать малейшее недовольство моими действиями, то ответишь передо мной. А как вы относитесь к такому самолюбованию и к тому, что дети Рахмона сейчас практически везде? Такое ощущение, что их не 9, а 29. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, как вы ко всему этому относитесь. Ведь на самом деле во многих странах мира смеются с этой ситуацией, ведь это же средневековье, такого не было уже давным-давно, только в Таджикистане и, наверное, в Туркменистане это еще сохранилось. Напишите свои мнения нам, пожалуйста. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!